Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызым». Аккымыс «Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о том, что такое свободная экономическая зона, кто может стать ее участником и какие преимущества это дает. А также поговорим о надзоре прокуратуры в отношении предпринимателей субъектов СЭС в Крыму. На вопросы будет отвечать начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, Управление по надзору за исполнением федерального законодательства, прокуратуры Республики Крым Артем Коноваленко. Артем Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Артем Васильевич, мы сейчас скажем нашим телезрителям о том, что вы можете звонить и задавать вопросы. Наша программа идет в прямом эфире, и все вопросы касательно свободной экономической зоны, а также надзора прокуратуры за субъектами, предпринимателями, участниками этой зоны вы можете задавать, позвонив к нам в студию по телефонам, которые вы сейчас видите на ваших экранах. Артем Васильевич, мы не раз слышали, что в Республике Крым действует свободная экономическая зона, в рамках которой созданы благоприятные условия для развития бизнеса. Скажите, пожалуйста, что дает вот эта свободная экономическая зона, что изменилось после того, как она стала работать, да, на территории Республики Крым? Следует отметить, что с 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 29 ноября 2014 года номер 377 ФЗ о развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. После принятия данного закона правовой режим осуществления контрольных мероприятий существенно претерпел изменения. Следует отметить, что вне зависимости от вступления субъекта хозяйствования в свободную экономическую зону, то есть приобретение им статуса резидента, участника свободной экономической зоны, правовой режим осуществления именно контрольного надзора распространяется на всех субъектов хозяйствующей деятельности, зарегистрированных на территории Республики Крым. Скажите, пожалуйста, какие особенности осуществления госконтроля предусмотрены для субъектов предпринимательства, работающих на территории Республики Крым? Хочется сказать, что данным законом закреплены очень серьезные гарантии для субъектов хозяйствования при осуществлении контроля. Вот к таким гарантиям можно отнести проведение плановых проверок исключительно в виде совмещенных проверок. Также были закреплены особенности согласования проведения внеплановых проверок и существенно сокращены сроки проведения проверочных мероприятий на территории Крыма. Думаю, многим субъектам предпринимательства непонятно требования закона к совмещению проверок и предполагаемому положительному эффекту. В чем он заключается, этот положительный эффект в данном случае? При проведении, при совмещении плановых проверочных мероприятий можно отметить, что к субъекту хозяйствования придет не 10 контролеров, а всего лишь будет проведена одна комплексная проверка. То есть в течение года орган контроля будет приходить к конкретному субъекту хозяйства не в феврале, марте, в июне, а это будет одна проверка, которая, в принципе, будет закончена именно в конкретные сроки, которые предусмотрены законом. Более того, если на территории Российской Федерации принцип совмещения проверок закреплен на рекомендательном уровне, то на территории Республики Крым данное требование закреплено федеральным законом, и оно обязательно для исполнения. Каким образом данное положение реализуется на практике? Как это происходит? В текущем году при рассмотрении ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры поступило 55 проектов ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 год, которыми было предусмотрено проведение более 2000 проверочных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования. Органами прокуратуры было совмещено около 600 проверок субъектов хозяйствования, что позволило сократить административное давление на бизнес на 16%. Более того, были исключены 624 проверочных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов. И в принципе, в общем, на 2017 год нам удалось оптимизировать план проведения плановых проверок на 2017 год практически в половину.
Ну, то есть для предпринимателей это уже лучше, да, что количество проверок значительно уменьшилось. Это существенно, ну, на 50%, в принципе, это очень существенный Уже легче результат. стало Конечно, жить. конечно, А в два скажите, раза. пожалуйста, а как же быть вообще с мораторием на проведение плановых проверок, о котором действительно вот много говорилось, да, и в СМИ люди говорят об этом, предприниматели. Логично предположить, что вообще вот таких плановых проверок не должно быть. Ну, у нас на территории Республики Крым действуют два вида моратория. Это первый мораторий, запрещающий проведение проверочных мероприятий, срок проведения которых ограничен одним разом в 3 года, а также мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, за исключением 8 видов федерального контроля, а также 9 проверок, для которых правительством Российской Федерации установлен иная периодичность, нежели один раз в 3 года. Ну, таким образом, у нас планы формируются, но формируются они по большому счету в отношении субъектов предпринимательской деятельности, занятых в социально значимых сферах. Это медицина, это дошкольное образование, это лицензирование, это значит, эксплуатация особо опасных производственных объектов. То есть наиболее значимые, наиболее подверженные рискам сферы деятельности предпринимателей. То есть в данном случае проверки зависят еще от сферы деятельности? Конечно, конечно, да. Тут применяется так называемый рискоориентированный подход. Спасибо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что вы можете звонить к нам в студию. Мы работаем в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы и получить онлайн-консультацию. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о сокращенных сроках проверок. Что это за сроки? На территории Республики Крым, как я уже говорил, также закреплены гарантии в виде сокращения сроков проведения проверок. Сроки проведения плановых проверок сокращены с 20 рабочих дней до 15. Проведение плановых проверок в отношении малых предприятий составляют 40 часов в год, и микропредприятий 10 часов в год. Но если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, это 50 и 15 часов соответственно. Наибольшего, конечно, изменения и сокращения претерпели сроки проведения внеплановых проверок. Они были сокращены с 20 дней до 5. То есть орган контроля обязан проверить деятельность субъекта хозяйствования в течение всего лишь 5 рабочих дней. Сроки проведения документарных проверок составляют 20 рабочих дней. Ну, вот, предвидя следующий вопрос, хочу заметить, что сокращение вот этого именно 20-дневного срока практически невозможно в связи с тем, что оно возложит практически невыполнимое бремя для субъекта хозяйствования, для предоставления документов либо информации, необходимой органу контроля для проведения этой проверки, в связи с тем, что срок предоставления информации для предпринимателя установлен в 10 дней. То есть в случае, если мы сократим его до 5 рабочих дней, то срок проведения проверки предприниматель просто не сможет предоставить такие документы в орган контроля. Если, например, в ходе проверки обнаружены какие-то недочеты, да, какие-то недостатки, то есть делаются какие-то предписания, да, наверное, на устранение, на это тоже даются сроки? Естественно, у нас 294-м федеральным законом, это закон о защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля, установлено требование по результатам проверки в случае выявления, это внесение органами контроля предписаний, исполнение которых обязательно. И, в принципе, проверка предписаний – это еще одна проверка, для которой не требуется согласование. Но орган контроля обязан это сделать, это уже, скажем так, для бизнеса, который допустил какие-либо нарушения. У нас в нашем, в принципе, случае органы государственного контроля в основном вкладываются в этот 5-дневный срок. Есть исключительные случаи, когда для проведения проверки требуется заключение какой-то сложной экспертизы, каких-то документов, либо, допустим, что связано с охраной окружающей среды природопользования. Либо необходимо истребование информации, дополнительной информации от других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, именно информации, которую запрещено требовать у субъектов хозяйствования.
То есть таким образом у нас опять же снижается нагрузка на субъектов хозяйствования. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о согласовании проведения внеплановых проверок. Как реализуется это на практике? Как происходит это согласование и с кем? Изначально, с момента вступления в силу 377 федерального закона, полномочия по согласованию проведения проверок вначале были предоставлены Министерству Российской Федерации по делам Крыма, в последующем Министерству экономического развития Российской Федерации. Хочу заметить, что за период наличия этих полномочий Министерства Российской Федерации по делам Крыма по результатам рассмотрения заявлений органов контроля об инициировании проведения внеплановых проверок субъектов хозяйствования было отклонено всего лишь 16% таких заявлений. То есть 84% вот этих вот заявлений удовлетворенных послужили основанием для проведения внеплановых проверок. Министерство экономического развития Российской Федерации отклонило порядка 39%. 6 апреля текущего года этот закон опять же претерпел изменения. Полномочия по согласованию были переданы органам прокуратуры, и за 7 месяцев проведения данной работы к нам поступило более 1300 заявлений органов контроля о проведении внеплановых проверок, и мы в 60% случаев принимаем решение об отказе в проведении таких внеплановых проверочных мероприятий. То есть, в принципе, нашу работу видно, и благодаря этой работе нам удалось существенно снизить вот это вот административное давление на субъектов хозяйствования. А при каких условиях могут отменить вот такую внеплановую проверку? У нас исчерпывающий перечень условий для признания проверки недействительной закреплен в статье 20 294 федерального закона, о котором я говорил 26 декабря 2008 года. Это не вручение акта проверки по результатам ее проведения, отсутствие согласований с проверки с органами прокуратуры, нарушение срока проведения проверки, еще ряд требований, исполнение которых является обязательным, и несоблюдение которых влечет признание проверки недействительным. В последующем, в принципе, признание проверки недействительным является основанием для признания тех доказательств, которые были добыты в рамках этой проверки, недопустимыми, и признание опротестования, либо признание в суде незаконными постановления о привлечении к административной ответственности. Спасибо большое, Артем Васильевич. Скажите, пожалуйста, вот есть ли разница между проверками, которые осуществляются в отношении просто предпринимателей, да, и предпринимателей, которые являются субъектами свободной экономической зоны? То есть тщательнее проверяют их или нет, то есть, или наоборот какие-то преимущества у них? Что касается свободной экономической зоны, как я уже говорил, то есть независимо от того, является ли субъект хозяйствования резидентом, либо этот субъект хозяйствования просто зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории свободной экономической зоны, все те гарантии, о которых я говорил выше, они на всех распространяются без исключения. Всем и к тем. Да, то есть у нас как бы в данной ситуации работает принцип законности. То есть нет никакой разницы между этими субъектами хозяйствования для органа контроля. Он проверяет всех одинаково. Мы за этим тщательно контролируем этот процесс. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, о процедуре получения статуса участника свободной экономической зоны. Что нужно сделать, чтобы получить вот льготный режим налогообложения, и в чем плюсы вообще, есть ли они? Для получения, приобретения статуса резидента свободной экономической зоны необходимо обратиться в Министерство экономического развития Республики Крым с соответствующим заявлением. К данному заявлению необходимо приложить копии учредительных документов, копию инвестиционной декларации, форма которой утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 ноября 2015 года номер 856, а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и копию справки о постановке на налоговый учет. Причем следует обратить внимание, что в случае, если субъектам хозяйствования данные документы не были предоставлены, то Министерство экономического развития Республики Крым обязано в порядке межведомственного взаимодействия запросить эти документы у исполнительного органа. А скажите, пожалуйста, как долго рассматриваются вообще эти документы? Есть ли какие-то сроки, которые их обязаны рассмотреть? В день
получения заявления Министерством экономического развития министерство должно принять решение либо о принятии к рассмотрению данных документов, либо об отказе в принятии данных документов. Далее процедура зависит от суммы инвестиций. В случае, если сумма капитальных вложений не превышает 100 миллионов рублей, то министерство в течение 7 дней рассматривает предоставленные документы, направляет соответствующий подписанный договор об участии в свободной экономической зоне, либо отказ в заключении такого договора, причем этот отказ должен быть мотивирован. В случае же, если сумма капитальных вложений превышает 100 миллионов, то министерство в течение 7 дней направляет данный пакет документов, предоставленный заявителем, в соответствующий экспертный совет, который рассматривает в течение 15 дней, дает свое заключение, и министерство в день получения данного заключения направляет, опять же, субъекту хозяйствования договор, подписанный с своей стороны, либо мотивированный отказ в заключении такого договора. Были ли обращения в ваш адрес с жалобами вот, на отказ, да, что кому-то отказали, например, в получении такого статуса участника свободной экономической зоны? Или пока нет? И в таких случаях вообще, если действительно отказали, человек считает неправомерным, куда можно обращаться? На сегодняшний момент в адрес прокуратуры таких заявлений не поступало. Но мы, в принципе, обратиться за защитой своих прав, естественно, вы можете в прокуратуру по адресу Севастопольская, 21, город Симферополь. Вот. Либо это можно также сделать посредством нашего интернет-сайта, интернет-приемная прокуратуры, можно подготовить обращение в электронном виде, либо обратиться за защитой своих прав в суд. Спасибо. А сколько всего вот на сегодня участников свободной экономической зоны на территории Республики Крым зарегистрировано? Есть такая информация? Ну, согласно реестру участников свободной экономической зоны, размещенного, кстати, на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации, он в абсолютно свободном доступе, зарегистрировано 668, если я не ошибаюсь, участников свободной экономической зоны. Ну, я думаю, что еще будет увеличиваться количество участников. Ну, конечно, конечно. Я напомню телезрителям, что вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы касательно деятельности прокуратуры, надзора прокуратуры в сфере предпринимательства в отношении предпринимателей, которые являются субъектами свободной экономической зоны. На вопросы отвечает Артем Васильевич, это начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым. Поэтому звоните, задавайте свои вопросы. У нас осталось совсем мало времени до завершения нашей программы. Артем Васильевич, я в завершении вот хочу еще спросить, какие преференции предоставляются хозяйствующим субъектам, заключившим договоры вот о участии в СЭС? То есть что это дает, да, вот именно в плане налогообложения? То есть я так понимаю, что это основное преимущество, да? Да, самый, наверное, волнующий предпринимателей вопрос. Заключение такого соглашения, такого договора, в принципе, на 10 лет освобождает предприятие от организации от налога на прибыль, который уплачивается в федеральный бюджет. Что касается бюджета республики, процентная ставка снижена в период действия договора до первые 3 года до 2%, потом в последующем от 4 до 8 лет ставка снижена до 6%, и с 2009 года ставка снижена до 13,5%. Кроме того, предприятие полностью освобождается от уплаты налога на имущество организации на 10 лет. А при этом важно, чем занимается это предприятие, да? То есть сфера деятельности имеет значение? Вот 377 федеральным законом установлены запреты на осуществление определенных видов деятельности, то есть, которые, в принципе, предприятия не могут участвовать. На остальных, в принципе, это не важно. Большое спасибо, Артем Васильевич, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и рассказали о действительно такой новой для Крыма актуальной теме, как свободная экономическая зона и надзор прокуратуры в данной сфере. Телезрителям я напомню, что мы говорили о том, что такое свободная экономическая зона, кто может стать ее участником и какие преимущества это дает, а также узнали, как осуществляется надзор прокуратуры в отношении предпринимателей субъектов свободной экономической зоны в Крыму.
Крыму. На вопросы отвечал начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Республики Крым Артем Коноваленко. На этом все. До встречи в пятницу в 19:00. Хорошего вам вечера. Не переключайтесь.